Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. В Крыму только правильные новости. Единственный крымско-татарский телеканал прекратил вещание. Якунин против «Нью-Йорк Таймс». Суд частично удовлетворил иск о чести и достоинстве. И премьер-министра Молдовы подозревают в подделке диплома об образовании. Начнем, как обычно, с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Теперь в Крыму только правильные новости. Крымско-татарский телеканал АТР прекратил вещание. Причина – не прошел перерегистрацию в качестве российского СМИ. Новые власти полуострова политический характер произошедшего отвергают. Вместе с АТР отключили также детский телеканал и 2 радиостанции. Все это холдинг. Работать пока продолжает один ресурс медиагруппы, новостной сайт «15 минут». По словам руководства холдинга, лицензию не смогло получить ни одно СМИ, хотя документы в Роскомнадзор подавались, причем несколько раз. Наш народ пережил Сталина. Неужели не переживет нынешние проблемы? Переживет. И выживет. И будет дальше строить свой дом на своей земле. Пустые аппаратные, выключенный студийный свет, погасшие экраны мониторов. В полночь канал АТР прекратил свое вещание. Нельзя сказать, что сотрудники и зрители канала не были готовы к такой развязке. В любом случае, 1 апреля мы, наверное, придем на работу. Непонятная еще ситуация. Последние полгода руководство канала пыталось получить лицензию на вещание, но всякий раз сталкивалось с бюрократическими формальностями. Руководство канала считает, что Роскомнадзор намеренно затягивал процедуры приема документов. И в результате канал прекратил вещание. Национальное телевидение, которое входит в сферу национальной политики, это все-таки очень деликатная сфера, в которой непозволительны такие вещи, как затягивание и перетягивание и бюрократия. Однако нынешнее руководство аннексированного полуострова убеждено, что представители АТР нарочно допускали ошибки в документах, пытаясь раздуть конфликт вокруг телеканала. Имеет место в том числе и умышленное создание прецедентов для того, чтобы Роскомнадзор не мог выдать документы. То есть ошибки где-то там делают специально с тем, чтобы раздуть конфликт вокруг этого телеканала. Незадолго до прекращения вещания здание редакции заполнили люди. Обычные телезрители, жители Крыма, пришли, чтобы выразить поддержку любимому телеканалу. Они с трудом сдерживали эмоции. Это наши СМИ, это наш канал, народный канал. Руки прочь от АТР. АТР – это флагман народа. Я считаю, что его нельзя. Это сердце народа, на которое они посягают. Появление сотрудников полиции, которые пришли вручить уведомление руководству канала, было встречено с негодованием. Мы выносили предостережение официально. Несмотря на заверение Сергея Аксенова, что крымские татары получат общественное телевидение, вне зависимости от решения Роскомнадзора, зрителей волнует судьба телеканала и его сотрудников. Журналисты АТР, в свою очередь, обещают всегда быть со своими телезрителями. Саунус вам за вашу поддержку невероятную. Мы обязательно выдержим и выживем. Сегодня был вопрос, можем ли мы где-то еще вещать. Да можем, но не будем. У нас всегда была такая позиция, останется навсегда. Мы должны быть вместе со своим народом. Наш народ живет у себя на родине. И мы будем обязательно только на родине со своим народом. И еще об одном телеканале, на этот раз российском, который тоже смотрели, которому доверяли и который также уже не работает, Томском ТВ-2. Судят его зрители и участников одиночных пикетов. Такие пикеты в России по закону, отмечу, разрешены. Однако, судя по настроениям томских властей, даже несколько человек в разное время вышедших на улицу с листками бумаги с надписью «Я люблю ТВ-2» – это опасно. Мелани Бачина, ведущая и продюсер закрытого телеканала, подготовила для нас материал. Время близится к полуночи, а решения суда все нет. Кабинеты здания Советского районного суда давно опустели. В коридоре сидят лишь несколько человек. Гражданские активисты и бывшие сотрудники телекомпании ТВ-2, которые пришли поддержать участниц одиночных пикетов в защиту ТВ-2 Ксению Фадееву и Викторию Мучник. Признать виновное в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2
статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Их обвинили в нарушении административного кодекса, а именно в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Максимальное наказание по этой статье – 10 суток административного ареста. Один из полицейских пишет, что он видел, как из машины Subaru я выходила со своей дочерью. Но это, мне кажется, очень смешное такое доказательство. То, что я приехала на пикет со своей дочерью, значит, я организовала целую серию одиночных пикетов. Одиночные пикеты в защиту телекомпании ТВ2, лишенные эфирного вещания в ночь с 31 декабря на 1 января, начались 3 января. Горожане стали выходить на центральную площадь города с плакатами, нарисованными от руки или распечатанными на цветном принтере. Ко мне подошли сотрудники милиции, полиция, и сказали то, что я нарушаю законодательство, потому что это был не одиночный пикет, а акция, которая была кем-то организована. Гражданин заявил, что он проводит на сегодняшний день одиночный пикет. Это не так? Я не знаю, еще не готов вам сказать. Мы же должны пообщаться со всеми, определить. Как выяснится позже, это подполковник полиции Водянкин. Именно на основании его показаний суд примет решение признать участниц одиночных пикетов виновными в организации. Именно Водянкин напишет, что люди, которые вышли с плакатами «Я за ТВ2» на площадь, угрожали работе органов власти. Хотя мы проводили эти одиночные пикеты в новогодние праздники, то есть власть не работала вообще в это время. И еще было подозрение, что мы перекроем транспортные магистрали. Телекомпании в эфире нет, а дела против защитников ТВ2 продолжаются. 8 человек, в том числе бабушки-пенсионерки, получили повестки. Их также пытаются обвинить в организации одиночных пикетов. Я стояла в одиночном пикете вот с этой листовкой. И ко мне подошли несколько человек в форме с видеокамерой. Стали спрашивать по поводу того, что я здесь делаю, с какой я целью здесь нахожусь. Действия томской полиции, обвинительные и судебные решения гражданские активисты воспринимают в первую очередь как попытку власти запугать людей. Теперь только на кухне можешь сидеть и между собой говорить в семье или на диване возле телевизора. К этому все идет. Одиночные пикеты – единственная форма протеста, не требующая согласования, а значит неконтролируемая. Эта неконтролируемая активность граждан пугает власть больше всего, говорят активисты. К убийству Немцова Мосгорсуд оставил под арестом Заура Дадаева, главного обвиняемого в деле. Решения об аресте других 3 фигурантов отменены, передает «Медуза». Но они останутся под стражей до того, как суд заново рассмотрит ходатайство об их аресте. В ходе заседания Дадаев заявил, что у него есть алиби. Кроме того, сказал, что его пытали с целью выбить признательные показания. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. О чем сегодня говорят по ту сторону океана. О том, что глава РЖД Якунин выиграл в Москве суд у американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Наташа, как на это реагируют в США? Спасибо, Сергей. Газета «Нью-Йорк Таймс» пока не реагирует на решение Пресненского суда Москвы, который частично удовлетворил иск Владимира Якунина к этой газете. Президент государственной компании «Российские железные дороги» требовал, чтобы «Нью-Йорк Таймс» опровергла часть опубликованной статьи, где приводится предположение с сайта Wikileaks, что Якунин якобы выплачивал крупные суммы наличными Владимиру Путину. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, добрый день. Так почему молчит «Нью-Йорк Таймс»? Наташа, здесь очень важно понимать, чего же хотел Владимир Якунин от газеты «Нью-Йорк Таймс». Его иск состоял из 2 частей. Во-первых, он хотел, чтобы московский суд признал вот эту фразу о том, что он якобы предоставлял Путину крупные суммы деньги наличными, недостоверной и порочащей его честь и достоинство. И вот по этой части его иска суд ходатайство Якунина удовлетворил, с ним согласился. Якунин также хотел, чтобы сама газета «Нью-Йорк Таймс» на собственных страницах опубликовала вот это решение суда, то есть признала себя виновной и согласилась с решением суда. Так вот, по этой части его иска московский суд с Якуниным не согласился. Я связалась с газетой «Нью-Йорк Таймс», и газета «Нью-Йорк Таймс» написала мне, что они это дело никак не комментируют. Но вообще газета «Нью-Йорк Таймс», как американская компания, и не обязана никак реагировать на решения московских судов. Почему, мне рассказала адвокат газеты «Нью-Йорк Таймс», которая представляла ее в суде, Галина Арапова. Вот что она мне сказала. Первого заседания сразу сказала, что, в общем, какое бы решение не вынес российский суд,
американская компания, выпускающая газету «Нью-Йорк Таймс», не обязана его исполнять по одной простой причине. Между Россией и Америкой нет договора о взаимной правовой помощи по гражданским делам. То есть, по большому счету, если бы было вынесено полностью решение в пользу Якунина, и российский суд обязал бы «Нью-Йорк Таймс» опубликовать опровержение, либо решение суда, то, по сути дела, это оставалось бы, ну, условно говоря, моральный выбор на совести руководства «Нью-Йорк Таймс» публиковать что-то или нет. Они не обязаны были бы это делать. Но в нашем-то случае исход дела оказался таким, что российский суд и не обязал ничего делать «Нью-Йорк Таймс». Здесь, конечно же, возникает вопрос, кто явился реальным инициатором этого иска в московском суде. Владимир Якунин или, может быть, сам президент Российской Федерации Владимир Путин решил, что вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс» о том, что он, возможно, принимал крупные суммы денег от Якунина, порочит его честь и достоинство. Вот как это предположение прокомментировала Галина Арапова. Сам Владимир Путин ведь никогда не подавал в суд на журналистов. Как, собственно, его предшественник, я имею в виду Борис Ельцин, ни разу президента России не инициировали лично судебных процессов о дефамации в отношении журналистов. Ну, как вы видите, у нас используются другие методы для того, чтобы журналисты писали какие-то лояльные для власти статьи. А вот исков от людей, которые занимают ступеньку ниже в иерархии власти, таких исков довольно много. Губернаторы, мэры крупных городов. Поэтому, знаете, я не исключаю, что в этой ситуации Владимир Путин сам лично не имеет к этому никакого отношения. Вполне возможно, что это была действительно инициатива Владимира Якунина. Но все присутствовавшие на судебном процессе имели возможность услышать, что сами адвокаты Якунина неоднократно говорили о том, что публикация порочит не только Якунина, но и Владимира Путина. Мне даже пришлось в ходе судебного процесса это парировать и говорить, что, в общем-то, Владимир Путин не является истцом по настоящему делу. Не надо говорить вообще о его репутации и о том, что это каким-то образом затрагивает его интересы. Но Галина считает, что вот судья на этом процессе приняла Соломоново решение. С одной стороны, она удовлетворила часть иска человека, приближенного к власти, а с другой стороны, она не стала требовать ничего такого, что американская компания газета «Нью-Йорк Таймс» по закону и не должна предоставлять по этому иску. Но надо отметить, что все эти решения суда не являются окончательными, потому что и та, и другая сторона может их еще обжаловать. Это была начальная инстанция, первоначальная инстанция судебная. Наташа. Спасибо. С нами на связи из Нью-Йорка была наш корреспондент Виктория Купчинецкая. И продолжая тему денег и благосостояния, Всемирный банк прогнозирует более значительное сокращение российской экономики, чем предполагалось ранее. По данным нового отчета, ВВП России снизится в 2015 году на 3,8%, тогда как уровень бедности вырастет до 14,2%. Эксперты связывают это с последствиями западных санкций и падением цен на нефть. В Рунете между тем обсуждается арест Олега Бугрова, бывшего министра обороны самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В январе из-за разногласий с руководством ЛНР по поводу Минских соглашений о прекращении огня он был отправлен в отставку и переехал в Петербург. Российские СМИ отмечают, что в его аресте нет никакой политической подоплеки. Однако в Украине он объявлен в розыск как участник террористической организации. Вот, кстати, интересный комментарий по поводу отношений России и сепаратистов. Он прозвучал из уст генерала Уэсли Кларка, бывшего командующего вооруженными силами НАТО в Европе. Россияне адаптировались к ситуации. Поначалу они развивали ее как борьбу сепаратистов под руководством ГРУ при участии многих независимых организаций. У России был расстрельный список, в соответствии с которым, как мне говорили, они убрали некоторых сепаратистов. Теперь россияне входят в эти сепаратистские организации повсеместно, от самых верхов командной структуры до самых низов. Таким образом, они усиливают способность сепаратистов функционировать эффективно. Каждая новая попытка наступления осуществлялась по-разному. В своем докладе я, безусловно, поддерживаю идею предоставления ПТРК «Джавелин» вместе с долговременной разведывательной помощью, спутниковой разведкой, защитой систем коммуникаций, противодействием беспилотникам и приборами ночного видения. С ростом военной мощности России в Восточной Украине должны возрасти и оборонные способности. Другая тема. Когда в Центральной Азии после распада Советского Союза образовались независимые государства, США были одной из первых западных держав, признавших их суверенитет.
Сегодня в условиях меняющегося мира Центральноазиатский регион должен вернуть себе былую славу исторического центра культуры и торговли. Эту мысль высказал заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен. Репортаж Вадима Оленичева. Нарастающая волна исламского экстремизма в Центральной Азии вызывает все большую озабоченность Соединенных Штатов. По словам замгоссекретаря США Энтони Блинкена, политически устойчивая Центральная Азия может стать тем самым причалом, к которому пришвартуются такие нестабильные страны, как Афганистан и Пакистан. В качестве примера Блинкен указал на эффективность программы военного сотрудничества НАТО с бывшими советскими республиками под названием «Партнерство ради мира». Созданная в 1994 году, программа продолжает активно действовать путем проведения совместных консультаций, учений и подготовки специалистов. По словам Блинкена, контакты США со странами Центральной Азии должны быть основаны на двух принципах. Первый относится к системе международной безопасности. Второй – это установка на то, что стабильность может быть достигнута еще и путем неуклонного роста экономики стран региона. Такие перспективы, считает Блинкен, могут стать большим стимулом для дальнейшего развития контактов. Углубляя партнерство в области безопасности, мы закладываем прочную базу для реализации огромного экономического потенциала Центральной Азии. Имидж Великого Шелкового пути, когда Центральная Азия находилась на главном пересечении маршрутов цивилизаций, не должен быть только далеким воспоминанием. Прошлое может стать предвестником будущего. Задача западных держав, считает Блинкен, интегрировать Центральноазиатский регион в ту часть мира, к которой относятся страны Запада или, например, Япония, где прежде всего главенствуют правовая система и свободный рынок. Пока что из всего региона Блинкен смог указать только Кыргызстан, как страну с действующей парламентской демократией. В то же время 80 миллионов человек в Центральной Азии ежедневно не имеют доступа к постоянным источникам электричества. И бизнесмены из США как раз могли бы оказать помощь в экономическом развитии региона. Американские бизнесы с их человеческим талантом и технологическим лидерством могут оказать незаменимую поддержку региона, помогая Центральной Азии развивать ее собственные принципы инноваций и предпринимательства. Мы будем продолжать укреплять эти связи во всех концах мира. Определенный прогресс в этой области уже достигнут. 400 тысяч детей в Казахстане изучают английский язык, а туркменским властям американцы помогают укреплять охрану границ. Однако среднеазиатские страны испытывают сильное политическое давление сразу с двух сторон – из России и из Китая. Авторитарная российская модель или тоталитарная китайская система большинству из них пока что ближе. Исходя из того, что сказал Энтони Блинкен, улучшение отношений США со странами Средней Азии не станет решающим фактором стабилизации региона, но вполне может быть его необходимым условием. Вадим Оленичев, Джефф Доерти. Настоящее время. Вашингтон. Переговоры по иранской ядерной программе продолжились сегодня в Лозанне после истечения крайнего срока для достижения рамочного соглашения. Из Швейцарии поступают смешанные сигналы. Министры иностранных дел России и Ирана сообщили, что принципиальная договоренность может быть обнародована сегодня и станет основой для окончательного соглашения в конце июня. Главы МИД Великобритании и Франции заявили, что при наличии некоторого прогресса дело все же идет крайне медленно. Президент Обама провел ночную беседу со своей командой национальной безопасности по поводу ядерных переговоров. Администрация призывает дать шанс дипломатии. В Армении совершено нападение на оппозиционного политика. Подробности у наших коллег в Праге. Сергей? Да, Наташа, ЧП произошло во время митинга в городе Гюмри в присутствии полицейских, прибывших помешать проведению демонстрации. Ножом ранили члена общественного движения и учредительный парламент Грача Мирзояна. Оппозиция уверена, нападение совершил провокатор. Партия «Армянский национальный конгресс» обвиняет власти и полицию в бездействии. Человек, ударивший ножом в Гюмри члена учредительного парламента Грача Мирзояна, пока не найден, несмотря на то, что пострадавший по фотографии опознал ударившего его ножом. Мирзояну в результате ранения была удалена селезенка. По мнению заместителя председателя движения «Учредительный парламент» Варужана Аветисяна, власти сделают все, чтобы пресечь стартующую с 24 апреля акции протеста. Режим поставил задачу до 24 апреля нейтрализовать наше движение, втянуть нас в столкновение, чтобы нас можно было преследовать. Ранее было объявлено, что 24 апреля учредительный парламент начнет круглосуточные и бессрочные акции протеста, ставящие целью мирную смену власти в Армении. Руководитель гюмринского клуба журналистов «Аспарес» Левон Барсигян принимал участие в митинге, на котором был ранен оппозиционер. Правозащитник уверен, что на митинге действовала та же группа молодых людей, которая до этого сорвала автошествие оппозиции в Гюмри. По данным Барсигяна, инструкции им давал тот же человек, которого Грача Мирзоян опознал как пырнувшего его ножом.
Это не были идеологические противники, они пришли не дискутировать вокруг своего видения будущего Армении. Если даже с ними 3 месяца заниматься, они все равно словосочетание «учредительный парламент» не смогут правильно произнести. Кроме того, участников акции бросали яйца, и в полиции сообщили, что за бросание яиц 5 человек заплатили штрафы. Это преступное сотрудничество с провокаторами, проявляющееся в преступном бездействии полиции. Понятно, что у них нет желания наказывать, так сказать, своих агентов. Однако стало известно, что от должности освобожден заместитель начальника мужского отдела полиции Ашот Варданян, который, по словам оппозиционеров, координировал работу правоохранителей в ходе митинга. В полиции не комментируют, связана ли отставка с инцидентами на митингах. Несмотря на ожидаемое противодействие, учредительный парламент не собирается отменять планируемые с 24 апреля акции. Александр Касаткин, Карлен Асланян. Настоящее время. О чем говорят и как работают чиновники администрации российского президента. Группировка хакеров «Анонимный Интернационал» выложила в интернет 40 тысяч СМС-сообщений, которые, предположительно, были выкачаны из мобильного телефона Тимура Прокопенко. Он курировал в свое время в администрации интернет. Если верить полученной информации, гендиректор телеканала РБК не раз виделся с первым замруководителя администрации Володиным и самим Прокопенко, который пытался координировать, как сообщается, редакционную политику РБК. Опять же, если верить данным хакеров, корни судебной истории с аналитиком Фонда борьбы с коррупцией Георгием Албуровым также ведут во власть. Об этом подробнее. Я, конечно, абсолютно уверен, что это персональная работа из администрации президента, ответил Володин, потому что мы проводили расследование по Володину, я организовал дачники, в том числе к дачам Володина, и самое главное то, что Шалтай публиковал информацию с почты Прокопенко и с почт, приближенных к администрации президента. Напомним, история началась в июне 2014 года, когда аналитику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову были предъявлены обвинения в краже картины художника Сотова. Парадокс заключается в том, что эта картина украшала собой забор города Владимира, на который художник повесил ее вместе с другими произведениями. Об этом случае Сотов рассказал каналу Life News. Если верить данным Шалтая-Болтая, во вскрытой переписке советуется переписать интервью. Люди, которые работают в управлении Вячеслава Володина, специализируются на внутренней политике, на молодежных движениях, они как раз и участвовали в давлении на Сотова. Они записывали видеорепортаж, который в дальнейшем был смонтирован и полностью исковеркан, его показали по НТВ в программе «Чрезвычайное происшествие». На очередное заседание по делу об украденной картине во Владимир прибыл и Алексей Навальный. Оппозиционный политик полагает, что главным обвиняемым по плакатному делу изначально должен был стать он сам, а дело было возбуждено, чтобы изъять компьютеры ФБК и помешать нормальной работе фонда. Даже если мы не будем смотреть материалы дела, опубликованные в интернете, где прокуратура пишет, что картина стоит 100 рублей, я не знаю, во сколько ее оценивает сам художник Сотов, компьютер изъято у моих сотрудников на миллионы рублей. Пока судья отказался вызвать на допрос первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина и сотрудника отдела внутренней политики Тимура Прокопенко, однако добавил, что позже Албуров сможет потребовать их допроса еще раз. Опубликованная хакерами переписка коснулась и других российских чиновников. Среди них заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и генеральный директор РБК Николай Малибок. Я оказался не готов, что мое собственное пространство рабочих диалогов, которые никогда и никому не должны были стать известными, окажется достоянием гласности, и хотел бы воздержаться от дальнейшего публичного обсуждения моей манеры непубличного общения. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». 1,5 месяца в кресле премьер-министра и уже с уголовным делом. Главу молдавского Кабмина Кирилла Габурича подозревают в поступлении в ВУЗ по поддельному диплому бакалавра. Так это или нет, в настоящий момент выясняет полиция. Следователи интересуют, на основе каких документов премьера зачисляли в экономическую академию в 1995 году. Плакат на лобовом стекле трактора. «Не рубите сук, на котором сидите, дорогие власти».
С таким обращением молдавские фермеры выехали на митинг, требуя увеличить субсидии и не повышать НДС. Кроме того, у сельхозпроизводителей проблемы с валютными кредитами. Лей стремительно падает, и стоимость кредита резко растет. Фермеры дали правительству неделю на выполнение их требований, в противном случае пригрозив перекрыть все трассы страны тракторами. Но у нового правительства сейчас другие проблемы. Правоохранительные органы Молдовы всерьез заинтересовались некоторыми фактами биографии нового премьер-министра. Выяснилось, что Кирилл Габурич поступил в вуз, окончив при этом лишь 9 классов сельской школы. Сейчас полиция проверяет эту информацию. Мы изучили его резюме, изъяли документы и продолжаем их проверять. Речь идет о документах об окончании учебных заведений, которые указаны в резюме господина Габурича. На расследование нам нужно время. Расследование инициировал депутат оппозиционной либеральной партии, запросив информацию о дипломе премьера в Министерстве просвещения. Сам Габурич эту ситуацию не комментирует. В официальном сообщении его пресс-служба назвала этот скандал спекуляцией. Возможно, разобравшись со своим дипломом, премьеру удастся вернуться к проблемам фермеров, пока они не перекрыли все дороги в стране. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». И вновь передаем слово в Вашингтон. Наташа, продолжайте. Ударить велопробегом по оружейному лобби и почтить память учеников и учителей школы Сэнди Хук, погибших от рук психически нездорового молодого человека, такую задачу поставила перед собой команда 26. Репортаж Александра Панова и Дмитрия Шахова. Команда 26. Так они назвали себя по числу жертв бойни в начальной школе Сэнди Хук в городке Ньюпорт. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланса, молодой человек с серьезными психическими расстройствами, сын одной из учительниц, застрелил 20 учеников младших классов и 6 работников школы, в том числе собственную мать. В конце он прострелил себе голову. Велосипедисты, стартовавшие в Ньюпорте, добирались до столицы 4 дня. Моя сестра была застрелена в Вирджинском политехе. Мы посвящаем этот пробег всем погибшим от огнестрельного оружия в Америке и выступаем за принятие закона, запрещающего доступ к оружию для опасных личностей. Это общеамериканская проблема, и Конгресс об этом знает. В этом вопросе не должно быть политической борьбы. Не случайно движение против оружейного насилия названо в честь Джеймса Брэдли, республиканца, пресс-секретаря президента Рейгана, из-за ранения в голову, оставшегося парализованным до конца жизни. Президент Обама назвал трагедию в школе Сэнди Хук худшим днем своего президентства и предложил меры по ужесточению правил владения огнестрельным оружием и запрет полуавтоматического оружия. Конгресс его не поддержал. Согласно данным опросов, 91% американцев, в том числе владельцы огнестрельного оружия, выступают за ужесточение контроля над ним. Но в Конгрессе, где принимаются новые законы, ничего не меняется, в том числе благодаря вмешательству могущественного оружейного лобби. На Капитолийском холме в месте финиша велопробега к велосипедистам присоединились представительницы движения «Матери требуют действий», а законодатели, как водится, пообещали добиться принятия закона, которого все так ждут. Ранее команду 26 приветствовал декан Вашингтонского национального кафедрального собора. Молились за все сразу, в память погибших и за принятие нового закона о регулировании продажи огнестрельного оружия. Люди по-разному трактуют вторую поправку, разрешающую иметь личное огнестрельное оружие. Оружейное лобби из Национальной ассоциации стрелкового оружия может называть себя добрыми христианами, но давайте вспомним из Священного Писания. Христос принял мученическую смерть в результате насилия. Мы, верующие люди, в первую очередь должны никогда не забывать о невинных жертвах. По данным общественных организаций, в США на руках граждан легально и нелегально находится около 283 миллионов единиц огнестрельного оружия. Каждый год от него погибает около 30 тысяч человек. Однако об отмене второй поправки Конституции речи не идет. Александр Панов, Дмитрий Шахов. «Настоящее время», Вашингтон. И более легковесная тема. Сегодня жители многих стран мира с удовольствием отмечают День дурака. По традиции юмористы, да и просто любители от души посмеяться в этот день разыгрывают членов семьи, близких и коллег. Это маленькая радость, не чуждая президентам. Вот, например, Белый дом в 2013 году вместо обращения Барака Обамы показал очаровательного 9-летнего комика. А в прошлый День дурака экс-президент Билл Клинтон опубликовал фото-пародию на знаменитую фотографию своей супруги Хиллари в ее бытность госсекретарем.
Но, кстати, в этом году для любителей компьютерных игр Google встроил в картографический сервис классическую игру Pac-Man, и каждый может превратить свой район в видеоигру. Конечно, от пробок на дорогах это не избавит. Ученые доказали, смех продлевает жизнь. С 1 апреля. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на сайте, присоединяйтесь в социальных сетях. Мы благодарим вас и прощаемся до завтра. Спасибо, Сергей. Спасибо, Наташа. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.